пошла на убыль. Сынныхтах Алекминского района подтопила дворовые территории. Сезон открыт. В некоторых районах Якутии разрешили охоту на водоплавающую дичь. За расклейку объявлений наказывать рублем в Горном районе оштрафовали предпринимателя. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. В селе Сынныхтах Алекминского района из-за весеннего половодья подтоплены дворовые территории. Об этом нашему телеканалу сообщил глава села Юрий Кондратьев. По его словам, за сутки уровень воды в районе населенного пункта поднялся почти на 5 метров. Сегодня утром он составил 13 метров и 15 сантиметров. Сейчас ситуация и прогнозы по уровням воды в Алекминском районе уточняются. Затоплена улица Набережная у нас, 13 дворов. И там, значит, незначительные, бани, гаражи и хозпостройки. Жилые объекты не подтоплены. Также сенокосные угодья низ деревни подтоплены. Значит, и вода у нас на 10:00 уровень был 13 метров 50 сантиметров, а в 10:45 вода пошла на убыль. И в связи с прохождением весеннего паводка звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС Алекминского района и города Якутска функционируют в режиме «Повышенная готовность», сообщает региональное управление МЧС. Ранее режим повышенной готовности ввели в нескольких районах Якутии – Ленском, Алданском, Чурапчинском и Татинском, а силы и средства в Амгинском районе переведены в режим «Чрезвычайная ситуация». На реке Лени тем временем верхняя кромка ледохода находится у населенного пункта Дельгей, нижняя у населенного пункта Исить. Уровень воды составляет 701 сантиметр при критической отметке 1100. На реке Алекма верхняя кромка у пункта Кюдыкюэль, нижняя у Троицка. На реке Алдан верхняя кромка ледохода проходит пункт Суонтит, нижняя подошла к Альдикану. На Вилюе ледоход миновал Крестях и дошел до Нюрбы. Уровень воды далек от критических показателей. Между тем, взрывные работы на реке Амга дали эффект, и ледоход тронулся в районе населенных пунктов Самарсуна и Мендиги. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. Кроме того, он подчеркнул, что в ходе встречи с населением руководитель республики Егор Борисов отметил важность проведения восстановительных работ и поддержки жителей Амгинского района. У нас дирекция по аварийно-восстановительным работам провела консультации для местных администраций, как будет подсчитываться ущерб. Очень много вопросов, кстати, население задавало по ущербу. Есть люди, которые не прописаны по месту жительства. Есть люди, у которых имущество не оформлено. Но у нас опыт уже есть. Будет делаться 2 списка. Там, где у нас все в порядке, люди будут опережающие получать. Там, где есть вопросы, мы попросим, обратимся в прокуратуру, подать иск коллективный по защите прав людей, которые сегодня в такой ситуации оказались. Я думаю, что это тоже быстро решается. Ну а из-за паводка в селе Амга пострадала дорога, ведущая к резервуару с чистой водой. В результате появилась угроза заражения населения кишечными инфекциями. Сейчас в селе проводят вакцинацию от дизентерии и вирусного гепатита А. В таких случаях возможны случаи, например, потому что вода со свалки, туалетные вот эти воды, оно все смешалось в одно целое. И будут люди, которые просто по незнанию будут применять эту воду. По УЛУСу созданы 16 сестринско-врачебных бригад, которые оказывают срочную медицинскую помощь эвакуированным, тем людям, которые попали под зону подтопления. Председатель правительства Якутии Евгений Чекин совершил облет территории Амгинского, Татинского и Чурапчинского районов. Премьер-министр провел авиаразведку затороопасных участков реки в районе сел Амга Амгинского, Мындагай Чурапчинского и Харбалах Татинского районов. После облета председатель правительства провел встречу с населением села Мындагай. На ней он дал указания местной администрации, чтобы все силы были готовы в случае необходимости критической ситуации оперативно отреагировать. После обеда Евгений Чекин проведет встречу с населением Татинского района. Что касается самого района, то там готовятся к паводку. В селах Даямгата, Ахарбалах, Чечемах, Чимынай начинается эвакуация населения, отгон скота на возвышенную местность. В районе создан оперативный штаб. Напомним, в Харбалахе пройдет встреча премьер-министра Якутии Евгения Чекина с жителями села Харбалах Татинского района и главами 3 сел Амгинского района.
Между тем, Даркылах и Тулагино-Кильдямский наслег являются исторически подтопляемыми местностями во время ледохода на линии. Ситуация в этом году тревожная, толщина льда выше нормы. Администрация наслега создала рабочую группу. Подготовлены также 2 пункта временного размещения людей в случае необходимости. Это 2 дома культуры в наслеге. Местность для отгона скота также подготовлена. Временных пунктов размещения населения у нас 2. Это Сырдахи, здание клуба, и в Кильдямсах, также дом культуры. Пункт отгона скота рассчитаны около 500 голов, заготовленные корма, заготовлены места для размещения отгона скота. Со всех островов отогнаны табуны лошадей. Ну и ждем сигнала ГУЧС о том, что пора отогнать. Население предупреждено, подворовой отход произведен. Тариф на судно-воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях повысился в связи с паводком. По словам самих перевозчиков, это связано с осложнением обстановки на реке и возрастанием расходов на топливо. Когда лед окончательно сойдет, цена снова опустится до 1000 рублей. Подвижка прошла на реке, тяжело стало ходить. Но я не знаю, на днях, наверное, уже повысится до 1500 конкретно. Пока не уравновесится лед, нормально, ровненько пойдет, тогда обратно на 1000 рублей упадет. Тяжело стало ходить воздушным подушкам. Это тут, сами видите, и тут так. А там на реке тяжело ходить. С сегодняшнего дня в некоторых районах Якутии начнется сезон охоты на водоплавающую дичь. На селезни, уток и гусей можно будет поохотиться в Алданском, Ленском, Амгинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском, Алекминском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском, Усьмайском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Министерство охраны природы призывает всех охотников соблюдать сроки и правила охоты, а также предупреждает о том, что нарушение правил охоты влекут за собой административную ответственность. А в Хангаласском районе выдали свыше 500 лицензий на весеннюю охоту, а на весь охотничий сезон лицензий получили около 1400 человек. Нынче по ходатайству Совета охотников района охота на турпанов разрешена только на пройме реки. Также на территории муниципального образования полностью запрещена охота на буровую дичь. Отметим, что сезон охоты только начался, но тем не менее охотинспекция района уже выявила нарушения. Будем проводить рейды по соблюдению правил охоты насчет применения запрещающих законами способов охоты. Например, будем проверять наличие у охотников применения еще использования электроманков, подствольных фонарей. За это нарушение уже не штраф, а идет уже на мировой суд рассмотрения на лишение права охоты от 1 до 2 лет. Нынче тоже были нарушения. В Хангаласском районе около 30 нарушений правил сроков охоты было обнаружено. 10 из них готовится на передачу в мировой суд на лишение права охоты. Глава Якутска поручил коммунальным службам ликвидировать несанкционированные свалки. Их должны ликвидировать до конца мая. Айсан Николаев отметил, что через социальные сети горожане информируют его о случаях возникновения стихийных свалок в различных округах города по Хатунрякскому и объездному шоссе, в зеленых зонах и прибрежных территориях городских озер. Чаще всего несанкционированные свалки возникают на границах городских территорий, граничащих с частным сектором. Это связано с тем, что вопрос вывоза мусора из частных домов до конца не урегулирован. Некоторые жители частного сектора отказываются платить и вываливают мусор, где придется. За расклейку рекламных листовок накажут рублем. В селе Бердигестях на сумму 10 000 рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя из Перми. За что и почему, расскажет Сардана Захарова. Расклейку газет, объявлений не разрешается, да. Вот вы сейчас будете подвергаться к административной ответственности. Мне нужны ваши документы. Вы как индивидуальный предприниматель. Ну, идет тогда административное правонарушение как должностного лица. Практически круглый год в районные центры улусов приезжают на торговлю предприниматели из разных городов страны. Реклама предстоящей ярмарки пестрит на всех остановках, столбах и заборах. Вот и на этот раз по селу Бердигестях было расклеено сотни рекламных листовок о выставке продажи одежды и обуви. Данное действие является нарушением пункта 9 правил благоустройства муниципального образования Бердигестяхский наслег. Приехал к нам индивидуальный предприниматель
расклеила по всему Бердигистяху 250 штук листовок, что является нарушением части 1 статьи 6.12 Кодекса об административных правонарушениях. На основании этого правонарушения составлен административный протокол, где будет рассматривать административная комиссия муниципального района Горный Улус. Выявление подобных нарушений проводится в рамках трехмесячника по санитарной очистке и благоустройству наслега. Так, в ходе рейда фиксируются и устраняются и другие нарушения, такие как выливание жидких бытовых отходов, складирование строительных материалов и других объектов на территории, находящейся в собственности муниципального образования. Наряду с этим за чистотой и порядком в наслеге строго следят активные жители села и трудовые коллективы. Многие предприятия традиционно выходят на субботники на своих участках, а активная молодежь наводит порядок на главной площади села. Сардана Захарова, Михаил Мордовской, Михута, Горный. Для работы на западном участке комбината Инаглинский компания «Колмар» приобрела более 20 единиц техники. 7 автосамосвалов уже готовы к долгосрочной эксплуатации. Грузоподъемность таких машин 90 тонн. Для сравнения, этот показатель выше в несколько раз, чем у имеющихся эксплуатируемых БелАЗов. Запуск самосвалов нового поколения позволит увеличить объем вскрыши, что позволит в полном объеме использовать возможности новых экскаваторов. ГОК также пополнится мощными бульдозерами. Их отличительной чертой является просторная кабина нового поколения и многофункциональное рабочее место. Напомним, компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке 3 крупных инвестиционных проекта. Строительство горно-обогатительного комбината «Денисовский», горно-обогатительного комбината «Инаглинский», а также специализированного терминала для перевалки угля в Хабаровском крае. Благотворительная акция «Открытая книга». Сегодня в Национальном центре медицины в детском отделении ортопедии и травматологии провели торжественную передачу книг и книжного шкафа. Акция проводилась по инициативе Центра для детей и юношества Национальной библиотеки и при поддержке молодежного правительства республики. Книги собирали в течение 2 недель, собрали всего 1000 изданий. Часть из них уже получили детское отделение центра, городской специализированный дом ребенка, городская детская больница. Остальные книги передадут реабилитационному детскому центру и сгоревшей библиотеки села Синск Хангаласского района. Ортопедо-травматологическое отделение – это отделение, которое поступает каждый день дети по экстренным показаниям, то есть травмами, переломами. И по воле судьбы, конечно, они находятся очень долго. И, конечно, мы очень рады, что сегодня открылась у нас библиотека. Библиотека, которая поможет нам организовать досуг наших детей, которые дети будут лежать у нас не только лечиться, но и самосовершенствоваться, читать, учиться, мыслить. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.